В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Золотая осень. Первые итоги. Международная аграрная выставка в Москве». Большой террор в Абхазии. Презентация издания в Сухуми. Референдум в Каталонии. Перспективы для Абхазии. Специальный репортаж программы. Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимают участие в 19-й международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая открылась сегодня в Москве на ВДНХ. На выставке представлена продукция 15 сельхозпроизводителей из Абхазии, производящих мед, виноводочную продукцию, аджику, минеральные напитки и лимонады. И сегодня, в первый же день работы Всероссийского агропромышленного форума в Москве, было подписано соглашение о сотрудничестве между торговым представительством Республики Абхазия в России и Союзом предпринимателей Евразийской экономической зоны «Евразийский деловой союз». Подписи под документом, который призван объединить производителей Абхазии и стран Евразийской экономической зоны, поставили руководитель торгового представительства Абхазии Олег Барцец и председатель правления Виктор Камболов. Мы вынашивали уже некоторое время назад эти планы по подписанию подобного соглашения. Специалисты торгового представительства и Международного культурно-делового центра Республики Абхазия прорабатывали этот вопрос достаточно длительное время. Хочу поблагодарить руководство Евразийского делового союза за то, что они приняли такое достаточно смелое, но и ответственное решение и решили подписать с нами данное соглашение. При помощи этого соглашения мы сумеем представить наши товары, те, которые уже традиционно пользуются спросом за пределами Абхазии, а также даже те, которые мы только планируем вывести на международные рынки. Это мощная структура, которая создана по инициативе ряда государств, которая присутствует практически на всех торговых площадках стран, которые объединяет Евразийский деловой союз. И я думаю, что с помощью такого мощного инструмента мы достаточно серьезно оживим нашу экспортную отрасль. Министерство экономики Абхазии начало подготовку соглашения с Сирией о режиме беспошлинной торговли между двумя государствами. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства по итогам встречи с делегацией Народного совета Сирии в Сухуми. Как подчеркнул министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, необходимо создать условия в обеих странах, при которых бизнес сможет комфортно взаимодействовать. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась презентация книги «Большой террор в Абхазии», в которой рассказывается о событиях 1937-1938 годов в истории Абхазской АССР. Книга выпущена Советом Европы при содействии неправительственной организации «Алаша». Мероприятие посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также спикер Народного собрания Валерий Кварчи. Репортаж Ренаты Шакая. Большой террор как комплексное явление сталинизма следует изучать в сравнительном разрезе с трех точек зрения: количество жертв, репрессированных, достигнутой цели и сравнение с преследованием разных контингентов лиц в других тоталитарных странах. Все это можно изучить в новой трилогии «Большой террор в Абхазии». В первом томе создан материал из грузинского архива. Эти книги являются результатом двухлетней работы группы историков, специалистов по архивам и исследователей из Сухуми и Тбилиси, которые приложили значительные усилия и старания для реализации этого проекта. Я бы хотела сердечно поблагодарить их за сотрудничество и поддержку в течение этих 2 лет. Многие материалы переданы нам грузинской стороной из архива МВД, представляют новшество и ценность для нас. Некоторые относятся к совместным проектам грузинской страны и абхазской страны с настороженностью, иногда с осуждением, но в данный момент удалось обнародовать много интересных документов, вплоть до методов ареста, методов допроса, методов умения сделать документы так, чтобы
людей могли репрессировать. Во втором томе все материалы, собранные в Абхазии, иллюстрировал его художник Архип Лабахуа. Работа заняла около месяца, и на обложке книги появилась фотография – тюремный снимок сына Михаила Лакоба, Николая. В годы сталинских репрессий весь Советский Союз понес огромные потери. Двойной тяжестью они легли на малочисленные народы, оказавшиеся на грани этнической катастрофы. Третий том книги – это каталог погибших в годы репрессий. Всего около 3000 фамилий. Работа длилась 2 года, собран большой материал. Впервые, можно сказать, вышел такой большой труд по репрессиям 1937-1938 годов. Вы знаете, в этом году 80-летие отмечается этой годовщины. Вот и в Москве на бывшем Бутовском расстрельном полигоне тоже памятник был установлен. В Абхазии очень много людей пострадало, вы знаете, в этот период. И фактически создана как бы картотека, алфавитный указатель тех, кто был уничтожен в эти годы. Ну, либо расстрелян, либо был осужден. Но есть и люди, вот порядка 377 человек, которые вообще неизвестны. Можно сказать, без вести пропали. В застенках, судя по всему. Не по всем из них есть документы и материалы. Во втором томе впервые приводятся многие факты и документы, малоизвестные материалы, редкие фотографии 20-30-х годов XX века. Представлено уникальное эпистолярное наследие из личного архива главы правительства Абхазии Нестора Лакоба. Есть очень редкие материалы, в том числе из архива личного Нестора Лакоба, письма, фотодокументы, в общем, различные материалы. Все это происходило под эгидой Совета Европы, это был их проект. И, кстати, в издании так и значится логотип Совета Европы. Вот, можно сказать, что это впервые вот происходит в Абхазии, чтобы была, в общем-то, столь как бы высокая оценка дана этой работе и придавалось такое большое значение. Впервые публикуется целый ряд сфабрикованных сталинскими спецслужбами дел, которые хранятся в архиве Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля и представляют собой важный исторический источник того периода. Это уникальный исследовательский проект. В нем, пожалуй, впервые столь масштабно, на специальном языке, на языке первичных документов, донесений, допросов, протоколов судебных заседаний, вынесенных и выполненных решений, несметного количества других материалов, воссоздается живой образ террора таким, каким он был на самом деле. Дом-музей имени Нестора Лакоба, где он вместе со своей семьей жил с 1923 года, был создан в 1983 году и проработал меньше 10 лет. Во время Отечественной войны народа Абхазии музей был сожжен, и после войны он так и не открылся. Прошло много времени. И, кстати, и потеряно много времени, ведь уже сколько лет музей после войны не функционирует. Чудом стало то, что это старший сотрудник нашего музея, она проживала в Сухуми, и она сохранила вот то, что осталось от музея. Этот архив личный Нестора, который чудом дважды сохранялся. Она попросила Абутидзе, и он дал ей людей, и они вынесли все, что осталось в музее, и спрятали в сокольной части нашего государственного театра. И вот это помогло вот сохранить то, что сегодня имеем. И начинали-то мы, тогда мало было у нас материала, потому что у репрессированных ничего не было. Но чудом как-то вот люди нам помогали, что-то приносили. И все, что на сегодня есть у нас, я думаю, что это позволит нам сделать новую экспозицию. На презентации книги присутствовали родственники репрессированных. Ирина Варданя, дочь политического деятеля Анатолия Варданя. В тяжелые годы репрессий ей был всего год от роду. Папу арестовали по доносу, как обычно. Это было такое время, когда доносили друг на друга. Не понравится там что-то в человеке. Написал, и тут же его арестовали. Папу арестовали, держали здесь его
в Сухумской тюрьме, потом в Дранской тюрьме, а потом его в сентябре арестовали, а 2 января его расстреляли. Причем у них это было как, я не знаю, как это называется, работа. Это их работа. Вот столько-то собрать, скажем, табака, сколько-то там сдать государству чего-то, а сколько-то людей расстрелять. И они очень хорошо встретили Новый год. И 2 января вышли на работу и расстреляли моего отца. Маму мою звали Вероника Ильинична Вардания. Она сама из Вены, из Австрии. Она была переводчицей, а папа учился в промакадемии имени Сталина в Москве. И они, студенты, ходили на эти выставки, там он ее увидел, привез. Вот. Мама недолго с ним, она с ним всего 3,5 года прожила, а потом ей было сколько, 21 год, и потом мытарство по всем тюрьмам, по всем ссылкам, и вернулась. Я ее маленькой вообще не помнила, совсем не помнила. А потом она вернулась. Нас здесь не прописали ее в Сухуми, мы жили в Ачимчире, у тети. Там я закончила школу. После официальной части мероприятия присутствующим был показан 10-минутный фильм о годах репрессий, большого террора в Абхазии. Чем больше знакомишься с этими страшными документами из подвалов НКВД, тем яснее осознаешь, что жизнь – самый гениальный и непредсказуемый режиссер. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Мадридом референдум о независимости от Испании. Полиция жестоко противостояла попыткам людей проголосовать. Получили ранения более 800 граждан. И все же 90% проголосовавших высказались за независимость. При этом в волеизъявлении приняли участие чуть более 42% избирателей. Противники независимости, вероятно, проигнорировали голосование. Европейская комиссия назвала проведенный референдум незаконным. Чего ждать Абхазии от событий, которые разворачиваются в Каталонии? Абхазские эксперты расходятся в оценках. Об этом материал Елены Лолуа. Каталония – одна из 17 автономных областей Испании с населением в 7,5 миллиона человек, с хорошо развитой экономикой. Она отдает значительные налоги Мадриду и имеет перспективы выжить как отдельная страна. Другой аргумент о независимости заключается в том, что у каталонцев своя история, культура, а каталанский язык имеет статус второго официального. По мнению общественного деятеля Надежды Венедиктовой, развод Каталонии и Мадрида будет долгим и тяжелым. В итоге Каталония получит независимость. Год назад, ровно в октябре, я там провела 10 дней и подружилась со своей хозяйкой, у которой снимала комнату. Она страстная каталанская, не Каталания, говорят, патриотка. У нее висит большой флаг Каталании на балконе. И она держала меня в курсе вот все эти дни. В воскресенье я ей позвонила в 9 часов по-нашему. Она с 5 утра была на участке. Она сказала: «О, very emotional». И когда я еще вечером позвонила, чтобы спросить, она сказала: «Мы победили». Вопрос о том, что они победили или нет, довольно сложный. И я не думаю, что сам референдум окажет какое-то прямое воздействие на признание независимости Абхазии международным сообществом. Но косвенное, безусловно, будет. Почему нет прямое? Потому что наивно думать, что сейчас вот Каталония объявит о своей независимости, и Мадрид с этим смирится. Безусловно, нет, это будет долгий, тяжелый и довольно неприятный развод. И, наверное, это будет не очень скоро. Но я думаю, что будет, потому что каталонцы более 300 лет борются за свою независимость, и те, кто борется долго и последовательно, в конце концов ее получают. Исторические примеры достаточно многочисленные. Полностью специальный репортаж Елены Лолуа смотрите сразу после новостей. В этом году главный вуз страны отмечает юбилей – 85 лет со дня основания. Мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, пройдут с 16 по 19 октября. Но уже сейчас в Абхазском государственном университете много гостей. Сегодня в АГУ ректор Олег Угварамия провел лекцию для профессорско-преподавательского состава университета и студентов.
Алгебраический подход к понятию знания. Так называется доклад ректора АГУ, академика Алеко Гварамия. Математик с мировым именем, фундаментальные труды которого в области современной алгебры получили широкую международную известность, делился своими знаниями в области универсальной алгебры. Современная наука характеризуется проникновением математических методов во все ее направления и алгебраизацией самой математики. Алгебраизация позволяет применять для решения задач не только чисто словесные рассуждения, но и мощный аппарат формальных алгебраических вычислений, сокрушающих подчас самые сложные препятствия. Эта роль алгебры сравнима с ролью современных ЭВМ в задачах практики. У каждого алгебраиста, несомненно, есть потребность связать свою науку с жизнью, обогатить ее новыми знаниями, в том числе и прикладными. В этом году главному вузу нашей страны, Абхазскому государственному университету, исполняется 85 лет. На празднование юбилея ожидается приезд знаменитых ученых, в их числе и ректор МГУ Виктор Садовничий. В преддверии праздника на всех факультетах АГУ прошли научные конференции. На лекции ректора Алеко Гварамия, помимо профессорско-преподавательского состава и студентов университета, также присутствовали гости. Доктор философских наук Кахун Гожев, профессор РАН, кандидат биологических наук Александр Непрошин, профессор, физик Геннадий Кузнецов. Я получил несомненное удовольствие от того, что я услышал. Дело в том, что кроме науки существует наука о развитии науки. Наука должна сама себя познавать. Она должна знать этапы ее развития. Например, это НИРовская часть, это опытно-конструкторские работы, это внедрение. И каждый этап – это наука. И в этой связи, когда мы имеем возможность дать математическое описание этому самому развитию, это замечательный результат. Лекция Алеко Гварамия вызвала большой интерес ученых и студентов. Академику было задано немало вопросов, на которые Алеко Алексеевич подробно ответил. Доклад, конечно же, рассчитан на научную и студенческую аудиторию. Но, как заметил ректор, математика окружает нас повсюду. Ведь наша повседневная, насыщенная современными технологиями жизнь связана с новейшими достижениями именно в этой области науки. Жители столицы обеспокоены сложившейся ситуацией на мусорном полигоне в районе Маяка. Зловоние от свалки повсюду. Едкий дым не дает людям открывать окна, двери, да и просто дышать полной грудью. Вместе с тем уже принято решение закрыть свалку. Создана специальная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бесланом Эшпа. Алика Трапш продолжит тему. Жители Сухума уже который год поднимают вопрос мусорного полигона на Маяке. Люди обеспокоены тем, что зловоние, исходящее от свалки, разносится на десятки километров. Им пропитаны дома и даже одежда людей. Вечером выйти невозможно. Мох валом, запах. И, знаете, бывает, что вот жгут мусор, и весь дым, все ветром, все несет туда, дышать невозможно. После закрытия гудаутской свалки ежедневно до 50 грузовых машин привозят сюда бытовой и строительный мусор. Но никто не следит за тем, где его оставляют. Так как на полигоне нет завода по переработке мусора, все отходы должны закапывать в ямы. Но не все соблюдают это правило. Потому на свалке настоящий хаос. Разбросанные, как попало, горы мусора, стаи ворон и скотина. Я сам следил. Значит, приходят, выгружают, где попало. Как попало. Здесь должен человек следить, куда выгрузил, как выгрузил, что корова приходит, дохлую корову выкидывают и уезжают. Постепенно размер мусорного полигона увеличивается. Каждая такая куча представляет собой большую опасность. Разлагаясь, мусор отравляет почву, воду и воздух. И местные жители весьма обеспокоены этим фактом. И их можно понять. Для решения проблемы мусорного полигона на Маяке создана специальная правительственная комиссия во главе с Бесланом Эшба. Вице-премьер рассказал людям, что свалку на Маяке в ближайшее время закроют. Все решения приняты, техника едет, куплена в дороге.
полигоном занимаемся. Этот вопрос мы здесь локализуем. Вот в самое ближайшее время. Что касается гудаутского мусора, я уже сказал ребятам, нам нужно время до октября месяца, до конца, чтобы его перебросить в другое место. Потому что дополнительная техника нужна и подготовка полигона. Сколько времени займет это? 3 месяца, полгода? Не могу вам сейчас сказать, но это не в годы уходит. Накапливаться здесь он перестанет. А оградить мы это дело оградим, чтобы не попадало это ни в воду, ни куда-то еще. И постепенно начнем его вывозить отсюда. Вот все решения, которые нас ожидают в ближайшее время. Новый мусорный полигон будет открыт в Гулрыбском районе. Правда, точное место еще не выбрано. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что 5 октября с 0 часов до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды на Старом поселке, в центральной и Нагорной частях города, в районах Виема и Маяка на Новом районе. Отключение будет произведено в связи с ремонтно-восстановительными работами водоводов, проводимыми по улицам воинов-интернационалистов 30 сентября и имама Шамиля. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.